Друзья, продолжаем снимать наше видео. Оно у нас так получилось, что мы его снимаем несколько дней. Ну, по чуть-чуть. Самые интересные моменты для вас снимаю. Вчера почитал ваши комментарии. Друзья, огромное всем спасибо, что посмотрели, что поделились с друзьями. И вижу, что вы прямо активно участвуете в нашем движении. Короче, всем вам респект. Лайк ставлю всем. Огромное всем спасибо. Молодцы, конечно. В нашем полку опять прибыло. Буквально за эту неделю, наверное, человек 50 прибавилось в нашем полку. Я знаю, что многие дети нашего поколения, скажем так, нас детьми уже трудно назвать. Нам уже некоторым от 40, другим за 50. Все, кто в последнее время подписались, делятся своими родителями, стариками, которым действительно очень и очень приятно посмотреть. Ностальгия, конечно, у всех ностальгия по этому городу. Некоторые смотрят со слезами на глазах, конечно, на наш город. Это, конечно, что-то. Друзья мои, не забывайте, что в нашем городе вот сейчас утро. Да что такое, прям так плотно, зачем подъезжать? 11 часов солнышко только встает, а в 3 уже все, оно садится. Поэтому буду максимально кратко, поэтому снимаю несколько дней наш сюжет. Вчера я наснимал для нас цены в магазинах после поступления первых автомобилей по Зимнику, а вернее это по нефтегазовой трубе. Зимник еще не открылся, Усть-Кутский, с Верхнемаркова до этого, господи, как он называется-то? Блин, забыл. Короче, до Ленска. Будем считать так. До Тасюряха, да. Зимник еще не открылся, потому что нифига не промерзает. Погода держится теплая, и даже у нас, я уже не говорю о том, что в Усть-Кутском, в Иркутской области такая же ерунда, и зимник нифига не промерзает. Хотя вот по нефтегазовой трубе уже многие машины прошли. Привезли наконец нам долгожданные фрукты и овощи, и даже привезли немного экзотики. Так, мы ехали по шоссе Гирова, сейчас свернули на Советскую, нам нужно в СДЭК. Там пришла небольшая посылочка, нужно ее забрать быстренько. И постараюсь еще выполнить одну-две заявочки для вас. Сегодня рабочий день, и мы постараемся в перерывах, так сказать, немножко для вас заснять. Вот на Советской у нас вот такой детский садик есть с такими красивыми резными воротами. Ребятишки вон лазят в снегу, купаются, несмотря на то, что на улице сегодня мороз порядка 16 градусов. Так, это у нас тут торговый дом Кристина. Там торговый дом, его так назвали. Ну, потому что он действительно стал двухэтажным, разве что эскалатора нет на второй этаж. А так, внутри все красиво, конечно, кроме цветочного салона, там огромное количество всяких разных офисов, магазинов. В общем, дофига чего. Так, сейчас мы сюда зарулим, чтобы занять это местечко. Опа! Это 13/3 у нас, по-моему, да? Да, дробь 3. Зайдем в СДЭК, заберем посылочку. Знакомая картинка, да? Стоит машина, от нее шнур идет на 3-й этаж. Да, только у нас такое в Якутии бывает. Ну, не знаю, может, еще в каких-нибудь сильно холодных регионах. Машина 220 вольт, подогреватель стоит, греется. Друзья, получил такую посылочку, смотрите, заказал на Алиэкспрессе. Я не буду открывать сейчас. Пакеты вакуумные. Вот у кого есть вакуумная машина для для продуктов, знаете, там вакуумные пакеты для продуктов. У кого был Цептор, вы знаете, туда всякие разные пакеты не подходят. Еще в советские времена мы покупали вот эти цепторовские вакуумные машины для упаковки продуктов. Так вот, на Алиэкспрессе за 1500 купил. Раз, два, три, четыре, пять рулонов 5-метровых.
То есть отрезаешь сколько тебе надо и все. Потому что я смотрел на Цепторе, на оригинальном ихнем сайте 1500 стоит один рулончик. Так, ну это я так для информации, может кому-то надо действительно там, я поделился, грубо говоря, с вами. Если прям напишите, что дай ссылку, я ради бога, я прям снизу там ссылочку приложу. Так, сейчас мы выезжаем на улицу Советская, опять сейчас выедем и доедем до типографии нашей городской. Вообще мои друзья подписчики написали, что где-то у нас была старая деревянная типография. Я, честно говорю, даже и не знаю, где это находится. Я, видимо, тогда как-то не сильно интересовался этим. Может, она на том же самом месте стояла, что и сейчас новая. Вот. Да, сейчас такая классная погода. Солнышко такое на восходе у нас. И как раз, смотрите, прям все так четко, ясно, так видно, все хорошо. В лучах восходящего солнца. Каждый раз проезжая это место, телевышка, ТРЦ и телерадио компания «Алмазный край», медиакомпания «Алмазный край». Я вам передаю привет от нашего канала. Шутка, конечно. Ну, привет всерьез передаю. Блин, да что ж такое? Да куда вот он может ехать? А, снег убирают возле ДК «Алмаз» по периметру. Переходите, товарищи, давайте переходите дорогу. Торговый центр Якутский. Вот видите, там золото, бриллианты и сувенирные товары. Я там заходил, смотрел якутские хомусы. Или варганы, по-другому называются. Я тут что-то ими увлекся. Ну, так, для себя чисто символически. Так. Сейчас зайдем в эту, как она называется-то? Типографию. Напротив типографии ларечек такой есть. Экопродукты, натуральные продукты. Ленинская городская типография. Типография на рынке рабочей. Советская 4 адрес, кстати. Ленинская городская типография, стол заказов. Прием заказов здесь. Бухгалтерия. Вход воспрещен. Издательство, производственный отдел. Магазин какой-то на втором этаже.
Вот и все, друзья. Выполнена заявочка. Милинская городская типография. Я вообще вам завидую, конечно, у вас такая была шикарная профессия. Все-таки, особенно журналисты, это что-то. Ведь это было самое, что ни на есть первое, что ждали люди каждый день в своем почтовом ящике. Это газетку с звучным названием «Мирнинский рабочий». Наверное, еще, судя по фотографии палаток города Мирного, наверное, уже выпускался какой-то листок с названием «Мирнинский рабочий». Там, в принципе, если внимательно присмотреться, на газете написана дата его выпуска, первого номера газеты «Мирнинский рабочий». Я, честно говоря, что-то забыл обратить на это внимание. Вот такие дела. Едем дальше. Так, друзья мои, а мы сейчас еще снимем так называемый... Так, сейчас... Сейчас мы название его точно прочитаем. Алмаз электромонтаж. АМ так называемый. Алмаз электромонтаж. Вот он здесь находится за голубыми домами. За улицей 50 лет октября. Сейчас мы как-нибудь так. Тут у них такая парковка, занесенная снегом. Ну, потому что предприятие, увы, не работает. Алмаз электромонтаж. Видите? Собачки только вот бегают вдоль забора. А какое было предприятие хорошее, а? Друзья мои, про ВСЭМ мне еще был Восток-Сиб энергомонтаж или электромонтаж. Была такая заявка у меня, вот жарко нафиг. Это здесь возле магазина Андреевский. Проезжаем магазин Андреевский, поворот направо в гаражи, вот сюда вот в гаражи мы поворачиваем. Тут понастроили всяких разных гаражей, кучу целую. Так, едем. Справа тут эти СТОшки, гаражи, какие-то машины тут. Уралы стоят. Ну, это частные, скорее всего. Вряд ли тут государственные бы стояли. Вот тут слева гаражи построили, двухэтажные. Улица 50 лет октября, даже присвоенный адрес. Вот здесь, смотрите, вот мы въезжаем на территорию ВСЭМа. Вот вывеска, табличка есть. Вот они здесь вот у нас находятся. Здесь их база. Я не знаю, как долго они здесь находятся. Я почему-то ее вот там считал, что она чуть ниже по 50 лет октября. Да, сейчас мы здесь развернемся. Здесь вот их конторка тут, база. Короче, гаражей куча. Видимо, все-таки они еще сотрудничают с компанией Алроса и ведут какие-то совместные проекты. Собаки тут охраняют, территорию. Вот. Еще одну заявочку для вас исполнил. Заехали, посмотрели. Сейчас выезжаем опять. Вот смотрите, опять эти гаражи. Здесь как-то я помню, здесь где-то есть гараж Артюхова дядь Вовы. Они с сыном тут работают. Мотористы хорошие, очень хорошие мотористы. Многие к ним обращаются. Чинят у них автомобили. Тут еще какой-то есть автосервис, но я что-то не знаю, как он называется и как там у него обстоят дела. Это конкуренты, поэтому я, честно скажу, ничего не могу про них сказать. Изредка слышу, что к ним кто-то заезжал на ремонт. Вот магазин Андреевский. Открылся он, по-моему, то ли в 16-м, то ли в 17-м году.
Рядом он тоже пытается построить, видите, уже заложено этот каркас под какой-то большой супермаркет. Ну, блин, сейчас кризис. И нифига ничего не стройка. Стройка замерзла. Вот видите, это прям вот дорога вот по асфальту. Туда, асфальт, на даче. А это прям напротив него. Андреевский магазин находится. Все, мы едем в сторону третьей фабрики. Друзья, третью фабрику еще раз, ну, для тех, кто не помнит, для тех, кто не видел, для тех, кто случайно не посмотрел нашу серию. Вот так, мы немножко вылечим. Зуби чуть-чуть снимем. Так, нам нужно еще заехать в Пах. Единственное, что, друзья мои, ну, там стоит проходная со шлагбаумами, к сожалению, я вас туда не смогу припроводить в Пах. Вот их поворот. Хотя шлагбаум открытый. Заедем. Вот вам Пах. Я слыхал, здесь даже есть пункт технического осмотра для легковых автомобилей. Ну вот гараж Паховский. Не знаю, может быть там по кругу еще что-то есть. Ну да, что-то есть. Тут свалка автобусов старых. Разобрали все. Странно, почему не попилили и не сдали на металлолом. Можно было не заезжать. Просто здесь территория. Все. Тоже автобусы стоят, автобусы. Ну, блин, что еще должно быть? В пассажирском автохозяйстве, конечно, автобусы. Маршрутки у нас сейчас все новенькие, все ездят. Вот. Это муниципальное предприятие, муниципальное унитарное предприятие пассажирского автохозяйства. По-моему, так называется. Странно, я не нашел, где находится это, пункт технического осмотра. Я знаю, здесь некоторые приезжают, здесь проходят медосмотр, видимо, здесь медик есть, ну, платно. Это для частников, потому что вы знаете, что даже такси обязаны таксисты проходить резинский осмотр и получать путевку ежедневно. Не знаю, делают они это или не делают, но как-то так. Вот в лучах восходящего солнца перед вами фабрика номер 3. Можно сказать, кормилица, поилица наша. И вот этот лозунг «Больше алмазов Родине», больше алмазов Родине, он именно вот, можно сказать, касался именно вот этого предприятия, он больше всех и касался, потому что именно отсюда и выходили все алмазы. Те самые алмазы Родине. Видите, как у нас чистят снежок. Оп-кэт и вперед. О, видите, машины у нас как хранят. Приехал на работу, замотал ее в этот мини-гараж. Или как он, мобильный гараж. Вот здесь тоже, видите, мобильный гаражик. Так, что, мы выезжаем. Посмотрели третью фабрику. Внутрь нас, естественно, никто не пустит. Ух ты, ребята, какое солнце. Ай-яй-яй, вот это да, вот это солнышко. Так, нам надо... У нас окно запотело напрочь. Так сделать. Сейчас мы, друзья мои, съездим. Быстренько так проедем по дачной дороге на район третьей фабрики. Тракторец снег чистит. И мы так опа, развернулись и поехали. Вот она, наша красавица, третья фабрика. Как айсберг среди ледяной пустыни. Или
как нет, среди тайги, айсберг среди тайги, да, вот так его называют в некоторых летописях. Вот тут гараж чей-то, я не знаю, чей он 100 лет уже здесь стоит, помнится, здесь какое-то охранное предприятие или что было. Туда дорога на фабрику, туда направо, она сейчас там закрыта, говорят, там сквозного проезда нет. И что там, как, чего, я не берусь вам сказать. Так. Сейчас мы проедем вот сюда, вот на даче свернем. Оба-на, здесь-то нифига не наезжено. Я туда не поеду, друзья мои. Тут нифига себе разворотили-то как. Вот это да. Хотел проехать, показать вам что-нибудь там. Но не получится. Там все нафиг снегом. Там дорога на хвосты, я туда не поеду. Сейчас развернемся и проедем просто по дачному поселку. Вообще хотел отсюда начать поездку. Там все-таки дача моей тети. Я хотел ей показать, как она там выглядит, занесенная снегом. Может, там люди живут какие-то или еще что. Но, к сожалению, дорогу замело, и проехать не представляется никакой возможности. Ну, зато фабрику третью посмотрите во всех ракурсах. Вот она и с обратной стороны, вот вам, пожалуйста. Со стороны трансформаторной этой электроподстанции. Так, где-то здесь есть сворот. Новый поворот. И мотор ревет. Что он нам несет? Опа, вот она дорога на даче. Немножко тоже, друзья мои, ее ни хрена никто не почистил, поэтому будем нахрен форсировать практически мы вторые, кто по ней едет. Ёлки-палки, вот это я заехал. Попал. Ее тут перемело, блин. У меня же тоже, блин, вчера гаражи. Вчера копал, сегодня утром копал. Все откопал, блин, все перемело. Снега выпало за ночь. Да еще пуржило все выходные. Не, нормально, все. У нас машинка 4БД, мы проехали. Все, вот она развилочка. И поехали дальше. Едем в далекие края. Ну, не знаю, может, кто, узнавайте свои линии. Я, если что-то увижу, название, какие именно это линии, я буду комментировать. Вот тут где-то у моего брата тоже там на 15 или 16 линии где-то дача. Если есть туда заезд, заеду, посмотрю. Блин, все таблички позаметало, нифига ничего нету. Никаких опознавательных знаков. Никто ничего не написал, а если написано, то все снегом заметено. Все мои товарищи, какая это линия? Линия 7, вот проезжаем 7-ю. Ну, я так понимаю, дальше в плюс, да, пойдет, скорее всего, да?
там АМОС-16, паспортно-визовая служба, дома Комсомольская 29-29А. Сворачиваем за них. Здесь у нас такие слалом небольшой. Здесь вот мы сворачиваем. На всякий случай, я видел, что вроде все мои подписчики посмотрели, что я заявочку их выполнил, да? Детский сад Сардана. Вот мы опять мимо него проезжаем. Что-то как-то его давненько, видимо, не красили. Аюнского 7 у нас дом. Мало ли, может просто днем как-то я снимал, может быть вечером темно было, вообще ничего не видно. А сейчас вот у меня как раз такое вот погодка хорошая. И можно все это дело заснять с хорошей видимостью. Друзья мои, ну, я думаю, вы должны понять, что реклама на нашем канале не просто так появилась. Все-таки, как ни крути, все, что я делаю, это все-таки стоит каких-то денег. Я все-таки езжу на машине, бензин трачу там, ну, в свое время. И это все, конечно, не самое главное, но хоть какая-то там копейка, может быть, когда-нибудь и упадет, когда нас будет очень много, несколько тысяч подписчиков. Пока, конечно, это ничего никак не возмещает, поэтому, друзья мои, ну не обижайтесь, если у меня на канале будет реклама. Без нее, к сожалению, никуда. Она хоть как-то, может быть, когда-нибудь мне возместит мои затраты. А пока, как говорится, все на добровольных началах и за свой счет. Я не прошу никаких донатов, никаких бонусов, никаких там перечислений на карту. Ничего мне не нужно, друзья мои. Буду снимать, пока вы будете писать мне, что это нужно. Вот такие вот дела. Друзья мои, говорят, коней на переправе не меняют. Меняют. И еще как меняют, друзья. Опять мне сегодня понадобился грузовичок. Мы его опять по стартеру и поехали. Так, вот мы сейчас едем по шоссе Кирова. Проезжаем Мирнинский комбинат. А, нет, подождите, это называется РССУ, ремонтно-строительное специализированное управление. Здесь ремонтируют горное оборудование, шахтное оборудование. Единственное, что сейчас, конечно, почти не работает оно. Так, в штатном режиме на половиночку. Это мы проехали здание СТ Алмаз Автоматики, бывший Сибсмет Автоматика, да. И вот тут кто-то построил новый какой-то супермаркет. Но еще пока до запуска не дошло дело. Внезапно ударила зима, ее никто не ждал. И вот не сложилось. Опять, наверное, до весны отложат. Так, а мы сейчас едем на Верхний поселок. Нам надо заехать на базу. Там есть оптовочка одна большая, Каратеевская, по-моему. Вот, и там мне надо купить лист или фанеры, или УСБ, что-то такое, короче. Сейчас посмотрим. Так, въезжаем на Вилюйское кольцо. Ну, еще не на кольцо, нет, сейчас вот проезжаем мы 7-ю школу. Ой, 8-ю, извините, 8-я школа здесь с правой стороны, вот она. Ну и все прилегающие к ней в множественном количестве дома жилые. Здесь почему-то всегда вот этот вот грузовичок стоит. Он одно время торговал там рыбой, картошкой, капустой, так, по сезонному. Потом это дело все прикрылось. Фига скользко, слушайте. Я как-то отвык. Резина у меня там не сильно хорошая, но такая терпимая. Вот Вилюйское кольцо мы проезжаем, друзья мои. Поворачиваем. На мост через великую могучую реку
Ирилях. Да, знаменитая река, на которой стоит наш город. Это же практически живые алмазы. Вот прямо вот на этой реке и найдены были сами алмазы. Так-то и россыпи. Вот чуть ниже туда по течению, там работает, получается, водораздельные галечники. Это ж вот эту реку перегородили и копают там, драга ходит по периметру. И до самого рудника, до самого поселка Алмазный. Все вот это вот состоит из дражных полигонов. Бедная речка, конечно, досталась ей. Копают ее, копают, но она, как ни странно, каждый год выполняет и перевыполняет план по добыче. Драги, конечно, уже не работают. Все это зима, извините, зимушка заморозила речку и все встало. Драги имеют сезонный характер работы. Все, мы сейчас направо поворачиваем и едем туда наверх по вот этой улице. Улица у нас звездная. Эх, давай, родной, в горочку. Не буксуй. Смотрите, опять навезли снега. Будет каток. Ежегодно, традиционно, на верхнем поселке возле почты территорию огораживают и делают каток. Несмотря ни на какой коронавирус. Может, сам каток и не будет заливаться, но во всяком случае там будут горки, детские аттракционы. Все для детей, все для народа, как говорится. Ай-яй-яй-яй-яй. Что ж такое? Нет, разъехались нормально. Кто-то тут сгородил такой импровизированный гаражик для КамАЗа и ремонтирует его там. Там он кто-то двухэтажный гараж себе забабахал. Тут много таких. Так, а нам нужно вот сюда, друзья мои. Вот сюда мы сейчас заедем на территорию. Опа, 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 опа. И вот сюда. Вот здесь оптовка, здесь покупают все наши предприниматели колбасу, замороженные всякие фрукты, овощи, продукты по оптовым ценам. А нам нужно купить с 8 до 12 за учетом всего. Так. Стройматериал, мебель, низкие цены, доставка. Так, сейчас нам туда нужно проехать. Опа. Вот для этого и нужен наш чудесный грузовой автомобильчик. Вот здесь у них хранятся всякие материалы. Опа. Ну да. Друзья, стемнело уже потихонечку, помаленечку. Время-то еще не совсем ничего. 4 часа, по-моему. А все. Быстро темнеет у нас. Тут вот недавно, помните, мы по Звездной ездили, крутили, вертели, блин, искали адрес на Звездной. И вот, оказывается, вот здесь вот за поворотом были, и не за этим, вот здесь, вот. Здесь нужны нам адреса были на улице Звездной. Да, вон те коттеджики.
или как там, дома на дом на 4 хозяина был, да, по 4 квартиры в доме. Так, друзья мои, ну что, у нас сегодня достаточно такое длинное получилось видео. Я несколько дней его снимал. Ну как несколько, 2 дня. 2 или 3 даже. Так получилось. Мы там немножко поснимали цены на продукты, на фрукты, овощи с новым завозом. Вот. Улица Мухтуйская вот там внизу. Здание ДЭУ. Ну, не только контора, там целая база у них. И вот эти засыпухи. Мухтуйская улица. Она длинная, большая, там густо заселена вот этими засыпухами. И это. А мы возвращаемся в город. Еще раз хотел всех поблагодарить за отзывы, за комментарии. Отдельное спасибо, конечно, всем, кто посмотрел это видео, за отзывы, за комментарии, за просмотр наших предыдущих видосов. Друзья, огромное всем спасибо. Обязательно делитесь со своими друзьями, знакомыми, родственниками, бабушками, дедушками. Пускай все посмотрят. Чем больше нас станет, тем быстрее нам получится купить наш квадрокоптер, с помощью которого, как я уже рассказывал, мы будем снимать еще более интересные моменты для вас. Мы сможем посмотреть на наш город, хоть с небольшой, но высоты. Говорят, это не сильно так разрешено, вообще такое занятие. Но мы купим доступный, такой небольшой, я думаю, здесь за 10, за 12 может быть, квадрик. И будем снимать хотя бы, ну, конечно, это будет уже весной, когда будет не так сильно холодно. Обязательно что-нибудь для вас заснимем такое интересное. Мне самому будет интересно, чтобы вот именно с высоты снять. Наш город, конечно, многие снимают, у многих в нашем городе есть такое оборудование. Вот, довольно-таки профессиональное. Но привлекать их, знаете, это дорогое удовольствие. Привлекать их для нашего контента я просто не потяну по денежкам, потому что это, сами понимаете, у меня все на добровольных началах. А те $20, которые мы с вами заработали на рекламе, хватит разве что на пол батарейки для него. Поэтому, друзья, обязательно поделитесь со всеми. Еще раз прошу прощения за рекламу. Ну, потерпите, как-нибудь уж перебьемся, что. Как говорится, на телевидении терпим, и тут немножко потерпим. Такие вот дела. На этом мы заканчиваем сегодняшнее видео.